Бәріне сәлеметсіз бе? Қарабұлақ орталық аудандық кітапханасы сіздердің назарларыңызға тәуелсіздік стратегиясы атты кітап бейнешолуын ұсынады. Сіздерге біздің республикамыздың қалыптасуын бейнелейтін кітаптармен және Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың стратегиясымен танысуды ұсынамыз. И первой книгой, с которой нам бы хотелось вас познакомить, является биография Нурсултана Назарбаева, с которым связана история независимого развития Республики Казахстан. Данная книга представляет собой первый опыт официального историко-биографического исследования жизни и деятельности Нурсултана Абишевича. В ней прослежен его жизненный путь от простого сельского юноши до национального лидера. Особую ценность ей придает то, что в книге наряду с богатым фотоиллюстрированным материалом впервые воспроизведены аутентичные копии личных документов, что позволяет читателю погрузиться в атмосферу описываемых событий. Так в чем же причина популярности молодого сельского парня, сумевшего в трудных условиях современной жизни консолидировать общественные силы республики, направить их в русло созидательной работы? На это и многие другие волнующие вопросы читатель сможет найти ответы на страницах издания «Без правых и левых», включающего автобиографические очерки Эльбасы, его размышления над прошлым и проблемами наших дней в остром диалоге с издательством «Молодая гвардия». Также в фондах нашей библиотеки вы можете найти множество других книг, которые описывают важные десятилетия нашей независимой республики. Это «Казахстан жолон», «Хроника деятельности 1990-1991», «Эра независимости» и многие другие. В 2000-е годы – десятилетие, ознаменовавшееся значительным экономическим подъемом в странах Азии, в особенности Китая и Индии. Для нашей республики десятилетие также ознаменовалось подъемом экономики, новыми социальными программами и выплатами. В духовной и культурной сфере были проведены важные мероприятия. И снова это все под руководством мудрой политики и стратегии Нурсултана Абишевича. В подтверждение этому книга «В сердце Евразии», где Эльбасы рассказывает о городе-локомотиве казахстанской экономики. Книга сильно отличается и по замыслу, и по стилю от предыдущих работ первого президента. Нурсултан Абишевич решил объединить не страницы дневниковых записей о столице Астане, ныне Нур-Султане. Сложные решения, помощь соратников, архитектурные поиски, мысли о будущем города, легенда и топонимика края, детали быта, исторические аналогии, ландшафт и эстетика столицы. Одним словом, мысли и дела Эльбасы, посвященные новой столице, все это вы найдете в этой книге. Это очередная стратегия и мудрая политика направлена в будущее, как и все послания народу Казахстана, которые отражены в книге Нурлы жол «Путь в будущее». Настоящее издание представляет собой послание Эльбасы «Нурлы жол. Путь в будущее», «Казахстанский путь 2050», «Единая цель, единые интересы, единое будущее». Книга адресована представителям государственных органов, общественных организаций, экспертам, специализирующимся на изучении стратегических документов развития страны. Можем также посоветовать к прочтению хронику деятельности с 2000-х годов по 2010-е годы. Государство Казахстана в России, доверие, традиции, транспарентность, толерантность, стратегия развития Казахстана и многие другие. – 2017 год. Независимый Казахстан на глазах всего мира давно сформировался как светское государство. Наступило новое время. Время глобальных вызовов, изменений во всей структуре жизни, технологических платформах. И чтобы Казахстан соответствовал этому новому времени, Нурсултан Абишевич снова разработал дальновидную стратегию. Рухани жаңғыру. Программная статья Эльбасы, ориентированная на возрождение духовных ценностей казахстанцев с учетом всех современных рисков и вызовов глобализации. Статья подчеркивает важность модернизации общественного сознания, развития конкурентоспособности, прагматизма, сохранения национальной идентичности, популяризации культа знания и открытости сознания граждан. Эти качества должны стать основными ориентирами современного казахстанца. Региональные сакральные объекты Казахстана. Книга, написанная в рамках программной статьи первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания». Эта книга – инициатива модернизации духовных ценностей. Впервые издаваемый этот труд имеет огромное значение в дальнейшем обогащении национальных традиций, обычаев, культуры, жизненных обрядов, формировании нового поколения путем внушения в сознании молодых этих ценностей. Доподлинно неизвестно, сколько еще тайн себе вобрали указанные в книге сакральные места. В данном издании также рассказывается о месте захоронения нашего земляка, уроженца поселка Урнек Мухамеджана Сиралина, в сакральном месте Кустанайской области.
Также вы можете ознакомиться с такими книгами, как «Преемственность поколений», «Настрой мировой политики», «1000 казахских традиционных күйев» и многими другими. Құрметті оқырмандар, пайдаланушылар, сіздерді 1 желтоқсан тұңғыш президент күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздерге және жақындарыңызға мықты денсаулық, ұзақ өмір және ел игілігі үшін атқарып жатқан еңбектеріңізге табыстар тілейміз.